Мы не говорим долой, ни в коем случае. Дело не в том, чтобы спасать партию, спасать экономику надо, наши с вами жизни спасать. А мы опять ищем пути, как бы спасти партию, как спасти лидера. Да наплевать нужно на то, чтобы кому-то будет плохо. Надо, чтобы в стране было хорошо, понимаете? Спасать страну вот из-за того, что КПСС пытается спасти себя, она разрешает, чтобы был кровавым весь Кавказ, Средняя Азия. Вот все, что Горбачев и Ельцин делают последние годы, мы бы сделали наоборот. Поэтому, если хотите знать политику партии, помните, Ельцин говорит либерализация цен, ЛДП говорит заморозить цены. Ельцин говорит признаю Украину, вчера он сказал, а мы говорим не признаем Украину. Вот все делаем, они делают все наоборот. Поэтому всегда четкая позиция, а что бы сделал ЛДП? ЛДП сделала бы наоборот. Конверсия, остановить конверсию. Вывод войск, остановить вывод войск. Сперва подготовьте города, военный городок, сперва подготовьте полигоны. Все для армии. Только тогда из готового военного городка в Германии в готовый военный городок в России. И при этом немцы сперва должны рассчитаться. Если мы неправильно и сегодня решим национальный вопрос, мы не двинемся с места. Сегодня экономика в большинстве своем буксует именно из-за этого. Никто не хочет вкладывать деньги, развивать производство, никто не знает, какая это будет территория, какой флаг будет развиваться над этой территорией. Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть 1 метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. Отказ от национального деления страны на регионы по национальному признаку. Потому что ни в одной стране мира такого нет. Должны быть регионы, пожалуйста, области, губернии, как хотите, департаменты, штаты. Но национальное деление провоцирует гражданскую войну, провоцирует осложнение и постоянное будирование национального вопроса, который самый сложный, самый больной. И нигде, ни в одной стране мира до сих пор не решен. В первые 20 дней моего президентства я издам только 4 указа. Первый указ – это об отмене постановления, подписанного Ельциным и Силаевым от 23 мая этого года, номер 513, о сворачивании всех социальных программ в России. У них нет денег. И как только вы изберете его президентом, он все свои обещания забудет и будет снова вас грабить. Вот это постановление о сворачивании я отменяю. Второе, я обещаю вам, что я верну старые цены, которые были в стране по состоянию на 1 апреля этого года. Этот указ о повышении цен будет отменен. Этот грабеж будет прекращен с момента вступления в должность президента России. Я знаю, что вы хотите, чтобы были люди наказаны, виновные в том состоянии, в котором мы оказались. Я создам специальную службу и комитет по борьбе с коррупцией, особенно в высших эшелонах власти. И все высшие должностные лица будут привлечены к ответственности, в том числе за нарушение закона о выборах и за перерасход тех денег, которые были выданы на проведение этой избирательной кампании. Потому что когда кандидаты нарушают закон о выборах, то такой человек не может быть президентом, если он даже до избрания уже начал это нарушать. И 4-й указ будет о неукоснительном исполнении всех указов президента России. Состав ГК ЧП СССР состоит из действующих министров. Там нет ни одного человека, который был бы со стороны, внезапно, из подполья, из тени. Поэтому, как юрист, международник, я это квалифицирую полностью как законную власть, соответствующую и нормам внутреннего национального законодательства, и международного права. Вот там национальная политика. Пусть русские парни дохнут на Глубоком перевале, но грузины будут хинкали кушать, пить вино. А у меня такой политики нет. Я уберу войска. Пускай там хинкали они свои, так сказать, вино пьют вместе с турками и с перцами. Посмотрим, какой там будет банкет. Через Ингушетию и прочие зоны конфликта, значит, надо разоружить всех боевиков. Надо разоружить, так сказать, применить силу. Потому что оружие захватывают преступным образом на складах советской армии. Вот такой комплекс мер решительных, жестких, в течение нескольких недель, дней, часов, это наведет порядок в стране. Октябрь 93-го года. Опять крупный перелом. Мы не приняли ни ту, ни другую сторону. Почему? И там нарушение Конституции. И там применение оружия. И там насилие, и там ночные дела. Все ночью делали. Все, чем кончилось, вы видите. И что это было? Это была гражданская война. Мы противники этого были. Мы не можем все, что в западном мире сделано, перенимать на нашу российскую почву. Это теперь уже ошибка нынешних демократов. Они захотели рыночную экономику. И забыли, что там, на Западе, она давно уже не рыночная экономика. И рынок – это не значит отсутствие государственного регулирования. Периодически там
национализирует какие-то отрасли или денационализирует. То есть государство берет под свое управление целые отрасли или отдает снова в частные руки. Это и есть процесс регулирования. А мы решили сразу все у государства забрать и отдать. Кому? Кому отдать? Все мы были людьми наемного труда. Все мы были маленькими гражданами большого, крупного государства. И, кстати, мы все гордились этим государством. Все мы жили в условиях этого государства. Все мы с удовольствием слушали гимн нашего государства. И нас ничем не смущали слова, что союз нерушимый республик свободных навеки сплотила Великая Русь. Всего 2 строчки. Это и есть идеология. Нерушимый союз. Они его разрушили. Что это свободные республики или территории российского государства. И мы хотим, чтобы они были бы свободными. И навеки, а не на 75 лет. И Великая Русь, как наше великое государство. Вот и вся идеология партии. Она есть уже, она заложена в тех, так сказать, наработках, которые сделали для нас старшее поколение. И мелодия ее нас ни в чем не раздражала. Рождение демократического режима привело к гибели государства. Это когда роженица умирает в роддоме. Вот умерла мать, государство гибнет. И родился урод. Вот мы лучше урода отправим обратно за границу, а сохраним мать, породившую Россию, породившую этот урод эрзац демократии. ЛДПР и хочет дать более новое, более реальное, другую идеологию, за которую не надо бы умирать. За царя, за отечество умирали, а царь сдал это отечество, за которое его подданные миллионами ложились на фронтах Первой мировой войны. Поднимались за родину и за Сталина, но последний руководитель этой же партии сдал и партию, и страну, и забыл о миллионах, которые легли в землю, чтобы эта партия 75 лет считалась правящей. Вот мы никогда не допустим ни одной капли крови, чтобы кто-то погиб за нашу идеологию, за ЛДПР. Идет насильственное изменение религии, чтобы разрушить славянский мир и покорить Россию. Сперва в рамках Югославии, Польша уже католики, значит, чехи тоже там католики, останется Россия. Представители американских спецслужб прямо заявили, что они это сделали, они выиграли холодную войну, они развалили СССР. Для чего? Для того, чтобы подойти ближе к нашим материальным богатствам. Им все равно кого валить. Российскую империю царя или КПСС СССР вместе с генеральными секретарями. Главный удар по России. Им нужна наша земля, наши материальные богатства. Ибо здесь лес, вода и энергия. Все, что нужно для нормальной жизни. А у них нет ничего. Пустые. Япония пустые острова, Германия один бурый уголь. И все остальные пользуются тем, что грабят весь остальной мир. Всем, кому нравится Западная Европа, должны знать, что они живут как в теплице. Мы их охраняли от варваров с востока, с юга охраняли моря теплые. И они использовали наш с вами, так сказать, Россию на протяжении всего этого периода, чтобы создать благополучие для себя. Поэтому этим хитрым маневрам Запада надо положить конец. И этот конец можем положить, начав эту процедуру борьбы за выживание российского государства. Вот в связи с этим я бы хотел, чтобы было принято постановление, в котором был поставлен вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к подготовке проекта Беловежских соглашений. Они являются депутатами нынешнего парламента. Бурбулис, где он? Нету в зале, уже боится, уже ушел, он знал, что я уже сюда пришел с наручниками. Вот, что ждет его, Бурбулиса. Вот, они на Россию надели наручники, мы оденем на вдохновителя этого Беловежского соглашения. Депутат Шахрай здесь, можно арестовать прямо в зале. Здесь заседание Государственной Думы. Депутат Козырев нету. Депутат Гайдар уже сбежал. Он уже не депутат. Вот 4. Вот эти люди все организовали. Главная политическая цель приезда в Ирак – это еще раз продемонстрировать нашу горячую солидарность с руководством Ирака, с народом Ирака в условиях, когда американский агрессор попытался обострить обстановку вокруг Ирака. Весь парламент России и весь народ России полностью на стороне Ирака и его руководства в лице дорогого моего друга Саддама Хусейна.
Замечательный мой друг Саддам Хусейн, мой самый большой друг. Мужественный, любит свою родину. Чистый. Чистый. Никаких интриг. Он думает только об Ираке и об интересах своего народа. Вы не загниваете. Америка это спит, жвачка презерватив, больше ничего нет. Вы мешаете развитию человечества. Если нет американцев, тишина везде. Везде ваши солдаты, насилие. Когда вы говорите про рай в Европе, вы забываете, что этот рай обеспечила русская армия, спасая вас с агрессией с Востока. 1000 лет, да, 1000 лет у нас не было демократии. Потому что 1000 лет мы воевали. И сейчас продолжаем воевать, чтобы у вас в Европе была демократия. Кровь русских солдат продолжает литься на Балканах и в других регионах. Потому что мы продолжаем что-то делать для Европы. Постоянно. Россия стоит между Азией и Европой. Мы вам сделали теплицу. Вы в теплице. Созреваетесь под теплым солнышком. Потому что на ваши головы не падают бомбы. Потому что на Востоке стоит русская армия. Этот молодой чех, которому всего 25 лет, он помнит 68-й год. Но он не помнит 9 мая 45-го года, когда война была закончена, а мы все равно послали наши танки в истекающую кровью Прагу. И вы все здесь сидите. Вы бы сейчас сидели в Бухенвальде, в немецком концлагере, если бы не наша армия, которая 50 лет назад освободила. А Южная Европа была бы под гнетом турок. Мы разбили турецкие армии, 30 раз воевали с турками. И сегодня здесь нет даже турецкой делегации, потому что мы приняли в состав Совета Европы страну, которая каждый день уже 50 лет бомбит курдские деревни. Не только у себя в Восточной Анатолии, но и на территории чужого государства. Это вы, европейцы, блокировали Ирак, Ливию, Югославию, и миллионы людей сегодня умирают от голода из-за вашей политики, из-за политики Совета Европы, из-за политики НАТО. Если вы будете применять двойной стандарт и говорить, что Россия больная, а вы больница, вы заблуждаетесь. Мы к вам можем прийти, но в качестве врачей.